этом выпуске программы «Лидер» Лилия Мухамедшина. Лилия Мухамедшина, директор и основатель сингапурской компании. За последние 2 года Лилия провела профессиональные курсы с фокусом на развитии в учениках навыков и компетенций 21 века для более 47 тысяч педагогов по всему миру. Лилия Мухамедшина считает, что сингапурские технологии создают безопасную, личностно ориентированную обучающую среду, которая способствует самостоятельному обучению детей и эффективной, структурированной работе в команде. Лилия, здравствуйте. Вы буквально меньше, чем сутки находитесь в Абхазии. Как вам Абхазия? Невероятная красота. Во-первых, конечно, подкупает люди, это гостеприимство. Далее мы смотрим, здесь цветущие деревья, море, горы. Не понравится это не может, я вдохновляюсь здесь. Абхазия отличается больше от Татарстана или от Сингапура? Конечно, больше от Татарстана, если говорить про климат. Надо, наверное, распределить, по каким критериям сравнивать. В Сингапуре есть море, в Сингапуре пальмы, смешанные леса. В этом плане климат, теплый климат совпадает с Сингапуром и в Абхазии. Да? В Татарстане, с Татарстаном мы тоже похожи, но с точки зрения сильного национального компонента, культурных наследий, родного языка и постсоветского прошлого тоже есть общие черты, которые помогают нам дружить. Мы сегодня много будем говорить о сингапурской системе образования, потому как вы профессионально занимаетесь этим делом, и цель вашего приезда в Абхазию касается именно образования. Расскажите, какие встречи вы провели и какие результаты? Вообще поездка получилась очень результативной. 24 часа еще не прошли, но я уже провела 4-часовое обучение с коллективом частной школы «Альфа». 4 часа невероятно глубокой, интерактивной работы. Мы анализировали занятия. Это не наша первая встреча. И таким является очень логичным продолжением того проекта, который мы с ними начали. И для меня очень важно, что мы регулярно встречаемся и детально работаем над развитием навыков 21 века в учениках. После работы в школе «Альфа» у меня была встреча с мэром города Сухум и с министром образования Республики Абхазия. Поэтому день был очень результативным. Как вы думаете, сингапурская система образования или методы сингапурской системы подходят для абхазских школ? Важно понимать, что система образования одной страны не копируется, не вставляется в другую страну. Сингапур так не делал, и ни одна страна так делать не должна. У каждой страны есть свои очень серьезные корни, культурно-национальные особенности, свои ценностные моменты. Поэтому важно этот компонент любить, уважать, хранить, сохранять и дополнять элементами, которые необходимы для того, чтобы наши дети были конкурентоспособными, чтобы было прорывное развитие, чтобы экономический рост случился тоже. Для этого нужно постоянно развиваться, в зоне ближайшего развития растягивать свой мозг и, конечно, горизонты расширять свои. Вот в этом моменте Сингапур может быть очень интересным с точки зрения того, как развиваются навыки и компетенции в детях на каждом уроке. Навыки, я имею в виду развитие критического мышления. Очень важно за 11 лет обучения в школе, чтобы дети успели научиться анализировать, синтезировать, делать выводы, ставить цели, оценивать свою работу в рамках заданных критериев и так далее. Это только критическое мышление. Креативное решение проблем, коммуникация, работа в команде, сотрудничество, эмоциональный интеллект. 21 век задает свой тон. И, конечно, планку нужно не снижать для наших детей, а только увеличивать, но очень бережно, осознанно и также в зоне ближайшего развития. Поэтому кейс Сингапура невероятно интересен для всех стран. У нас проходит обучение в абсолютно разных странах, Юго-Восточной Азии, и русскоязычные страны, и Южная Америка. Интересен он в первую очередь тем, что собран такой чемоданчик приемов для учителей, в котором, если я хочу на уроке развить сегодня навык рефлексии, я использую этот прием. Хочу развить навык работы в команде, использую этот прием.
учебная программа и содержание остается таким, каким оно заложено в самой стране или в регионе, в данном случае в Республике Абхазия. Поэтому мы фокусируемся именно на том, как обучаются дети. Как сделать так, чтобы эти 45 минут были максимально эффективными, чтобы больше думал, задавал вопросы, объяснял материал, проверял свои знания, анализировал не учитель, а дети. В сингапурской школе урок идет 45 минут, потому как, например, в финских школах меньше, там около 25-30. Если говорить про продолжительность урока, в сингапурской школе один урок идет 40 минут, но очень часто уроки идут сдвоенными, то есть 2 по 40, урок математики, или один урок английского языка 40 минут, продолжительность 40 минут. В 21 веке роль учителя источника знаний, который чаще всего стоит у доски, он либо объясняет, либо задает вопрос на перепроверку, себя уже иссякла. Но учитель нам обязательно нужен, потому что ни один робот, ни одни интерактивные доски хорошего учителя никогда не заменит. Тогда в чем же его роль? Про сингапурский опыт часто говорят наши политики, про прорыв во всех сферах, про то, что в Сингапуре произошло экономическое чудо. И несмотря на то, что рядом с Сингапуром находятся другие страны, такие как Камбоджа, Вьетнам, где не смогли выйти из бедности, однако этот опыт интересен всем. Как вы думаете, все-таки экономический прорыв Сингапура – это стечение обстоятельств, либо хронология в истории выстроилась так, либо это произошло потому, как в свое время появился нужный лидер? Мое личное мнение, я поделюсь им, живя уже в Сингапуре 10 лет, в первую очередь это руководитель с видением и умеющий собрать вокруг себя ту группу руководителей, его правые и левые руки, которые смотрят в одну сторону, выполняют то, как они запланировали, и не сходят с выбранного пути. Потому что быть руководителем очень сложно, и очень сложно принимать непопулярные политические решения. Политические решения редко бывают неверными, страдает реализация на местах. Вот что сделал Сингапур удивительного? Это были правильно подобранные политические решения с первых дней независимости 1965 года. И далее системное, структурированное выполнение этого плана. Есть миссия, видение, и мы не сходим с этого пути. Несмотря на то, что некоторые решения могут быть непопулярными, некоторые решения могут быть непринятыми в данный момент. Но сейчас мы видим этот прыжок тигра, как его называют в Азии, прыжок тигра за 50 лет из рыбацкой деревни со всеми вытекающими, не сильно образованного общества. Да? За 50 лет они стали невероятно прорывным, чистым, экономически очень развитой страной. Это первый пункт. Принять решение и не отходить от него. Довести до конца. Ну, к примеру, одна реформа в Сингапуре длится минимум 12 лет. Если за первые 2-3 года мы видим, что что-то не происходит достаточно, мы не сворачиваем лавку, мы не говорим, ой, надо что-то другое делать. Здесь очень важно, если решение принято, вся страна, как один организм, в унисон выполняет это решение. Второй момент – это система образования. Потому что, когда я приехала в Сингапур в первый раз, я увидела эту систему образования не внутри школы, а за пределами школы. Потому что то, что мы видим на улицах, как люди общаются друг с другом, насколько чисто, насколько развита инфраструктура, насколько это для людей выполнено, насколько комфортна медицина, насколько инфраструктура комфортна, насколько экономически твердо стоит на своих ногах. Страна все это берет исток из образования. Потому что эти дети выходят, выпускаются из школы и строят наше сообщество. Поэтому я считаю, и, конечно, если вы прочитаете труды Ли Куан Ю, первого премьер-министра, он об этом очень много говорит, что самая главная инвестиция – это в человеческое образование. И если сравнить, например, с Россией и Сингапур, в России у нас есть все полезные ископаемые в земле. У нас столько
золота, столько нефти, в Сингапуре нет ничего. Проблемы Из с первых- водой. С проблемы с водой. Большими трубами покупается вода из Малайзии. Сейчас, конечно, эта проблема решается, но еще лет 10 назад 70% воды, используемой просто в раковине для готовки или в душе, покупалась из другой страны. Это невероятные деньги. Это сложно представить, что страна так зависит от других. Зависела, сейчас этого меньше и меньше. Но Ли Куан Ю всегда говорил, единственный ресурс, который у нас есть в стране, это человек. Больше никакого ресурса нет. И либо мы вкладываемся в этого человека, это и предметные знания, если мы говорим про от детского сада до выпуска, до 18-летия, до выпуска из общеобразовательного учреждения, либо мы в него вкладываемся знаниями, развитием навыков и компетенций и личностными качествами, либо нет, потому что эти 11 лет в любом случае пройдут. Вопрос только как. А как пройдут эти 11 лет для каждого ребенка, мы увидим уже как раз на улице, в магазинах, когда мы стоим в очереди, когда мы приходим к врачу. И мне кажется, это один из самых верных решений правительства Сингапура на тот момент – это сделать ставку именно на человека, на развитие человеческого потенциала. Я понимаю, что система образования в Сингапуре не всегда была такой. Уж точно до 1965 года она была другой. А сколько времени понадобилось на реформы? Вот Как 50 они лет. реализовывались? 50 лет. Но если мы посмотрим на хронологию развития системы образования, сначала был период, они так и называют его период выживания, где-то до 1975-79 года. Почему период выживания? Потому что они вдруг, до этого они были частью британской колонии, независимыми стали они от Малайзии в 1965 году, они не привыкли жить самостоятельно, и когда они стали уже независимой страной, вдруг оказалось, что в малайских школах, это один из языков, да, и национальностей, преподают математику на малайском языке. В китайской школе преподают на мандаринском языке. В тамильской школе, это диалект индийского языка, преподают на тамильском языке. И получилось так, что если я сяду в такси и водителем будет, допустим, китаец, а я не говорю на этом языке, то мы просто не поедем никуда. И если смотреть на школы абсолютно разные, очень серьезные китайские школы с столетней историей и очень маленькие медресе или дворовые школы, которые заботятся больше о досуге, нежели о серьезном воспитании и развитии детей. Были настолько разными эти школы. Что сделал Ли Куан Ю? Первое решение, которое он принял, мы можем говорить, оно верно было или нет, перевел всех на английский язык. Сейчас Сингапур – это англоязычная страна. Но тогда начались и реформы в образовании. Топ-300 учителей, самых лучших по стране, сели и проработали свои стандарты и материалы по каждому предмету для каждого уровня детей, которые позволяют на очень высокий уровень стандарта вывести все уроки. Вот на это только ушло лет 12. После того, как все учителя вышли на этот уровень, стандарты поменялись, потому что минимум высокий уже был, и сейчас учителя творят, и далее уже мы начали говорить про развитие навыков. На этапе выживания никто про навыки не говорил. Лишь бы здания строились, питание было, не было каких-то беспорядков, беспризорников и так далее. Далее уже следующий этап, когда они начали чистить учебные материалы, следующий этап ближе к 20 веку, 21 веку уже. Фокус был на содержании, на уроке и на том, как развиваются навыки. Вот то, о чем мы говорим сейчас, и те приемы, которыми вы делитесь, они зародились в Сингапуре еще в 80-х годах. Сейчас для Сингапура это норма, и так проводятся все уроки. И если вы спросите у сингапурского учителя, а как вы развиваете навыки, он даже, наверное, немножко удивиться этому вопросу, потому что для сингапурского учителя, который сейчас выпускается с педагогического вуза, который заведомо их обучает этому, кажется, что так было всегда.
Вы знакомы с финской системой образования? Она считается одной из лучших в мире. Чем она отличается от сингапурской? Ну, в первую очередь, если мы говорим про рейтинги, нужно отметить, что самое уважаемое международное исследование и рейтинг — это PISA на данный момент. И Финляндия в 2008 году, когда этот рейтинг только запустился в первый раз, было исследование более 75 стран по миру, Финляндия была на первом месте. Сейчас уже последнее исследование было в 2018 году, Финляндия, к сожалению, в десятку не входит. Если мы говорим про европейские страны, в десятку входит сейчас Эстония. Кстати, эстонская школа — это тоже очень интересный кейс. А Финляндия интересна, как и все любые страны, мы очень открыты к изучению. Кстати, один момент, о котором нужно сказать: сингапурцы обладают невероятной интеллектуальной скромностью. Это тот компонент, который позволяет им всегда учиться у других. И несмотря на то, что Сингапур сейчас в 2018 году был на втором месте, потому что на первом месте 4 провинции Китая были, а в 2015 году Сингапур был на первом месте по всем По трем 3 категориям. позициям. Да, это Какие? читательская грамотность, математическая грамотность и, естественно, научный цикл. Это исследование, чем оно интересно? Оно не только оценивает знания детей, но и оценивает навыки. А вообще по миру есть 3 больших исследования. TIMSS проверяет больше математику, естественно, научный цикл, только знания. PIRLS проверяет чтение, только знания. И PISA, который проверяет и естественный научный цикл, и математику, и чтение, знания плюс навыки. Вот на это ориентируется весь мир, потому что сами по себе выученные, вызубренные знания, которые я могу показать на экзамене, неприменимы в жизни. И мы даже с вами, наверное, представляем, о чем идет речь, потому что даже когда мы с вами учились, было очень много тем, которые нужно было просто выучить, сдать, а в реальной жизни мы не знаем, как это применять. Поэтому та система ведения занятий или международный рейтинг развития навыков говорит о том, а насколько те знания, которые дети получили, они умеют применять в жизни. Знают ли они, как синус применяется в реальной жизни, или логарифмы. Сейчас тоже говорят, Или вот мы поучили генетика. геометрию часами, а мне в жизни это не пригодилось. Это какие навыки, которые впоследствии могут их сделать лидерами, успешными в каких-то разных сферах? Если говорить именно про модель развития ученика в Сингапуре, мы называем это такой рулет, там есть определенные прослойки. В самом центре это морально-нравственные ценности. Я сейчас говорю про стандарт развития всех детей. Это публичное обещание Министерства образования с фокусом на развитии каждого ребенка, который приходит в школу. В самом центре морально-нравственные ценности. Если нет стержня, позвоночника, понимания, зачем я обучаюсь, осознанного присутствия в школе, все остальное бесполезно. То есть они выучат, они сдадут, они вызубрят, потом забудут. И ощущение, что мы для кого-то учимся. В самом центре морально-нравственные ценности. И, конечно, туда входят и культурные особенности, и уважение к себе и взрослым и так далее. Следующий компонент – это эмоциональный интеллект. Вообще, все педагоги, которые нас сейчас слушают, будет очень интересно им понять, что в Сингапуре в самом центре, на государственном уровне, в стандарты заложено развитие эмоционального интеллекта уже много лет. Туда входит 5 компонентов: самопознание, социальная осведомленность, управление собой, управление взаимоотношениями и ответственное принятие решений. Следующая прослойка – это навыки 21 века. Туда входит и 4К, и глобальная осведомленность, потому что Сингапур очень маленький, и в принципе для того, чтобы мы были успешными у себя дома, важно понимать, что происходит в мире. Важно сонастраиваться и понимать, а конкурентоспособен ли я с таким же специалистом из IT-сферы или с таким же врачом-кардиологом из других стран. Таким образом, мы можем быть уверены, что в нашей стране специалисты очень высокого уровня. Это не для того, чтобы они уезжали, а для того, чтобы здесь, у нас дома, было очень высокого качества и медицина, и образование, и строительство, и политика, и все другие сферы, о которых мы говорим. И последняя прослойка – это уже 4 пункта, с которыми должны выпуститься все дети. Они должны быть уверенными в себе, они должны быть заботливыми гражданами, они должны уметь направлять свое обучение на протяжении всей жизни. В Сингапуре вы не услышите, как ребенок выпускается из школы и говорит: наконец-то больше не надо учиться. Но мы с вами понимаем, я только что поработала в школе Альфа. Весь коллектив
учится. Все люди с дипломами, все уже не первый год преподают. Но мы с вами понимаем, что если мы хотим идти в ногу со временем, развиваться нужно всегда. И эффективным оно будет, когда я буду направлять свое обучение сама, а не потому, что мне директор скажет, тебе нужно это знать. Тогда это уже принудительная история будет. И самым интересным, сейчас закончу эту мысль, самым интересным, что здесь нет ни математики, ни физики, ни русского языка, ни английского языка, если вы заметили. Хотя это это стандарт обучения детей в Сингапуре. Как же здесь нет предметов? Потому что все это применяется на каждом уроке. То есть развитие критического мышления происходит не в переменку или не во время классного часа. Нельзя эти вещи развивать обособленно. То есть про уважение, про патриотизм и так далее мы говорим не во время классного часа. Это все искусственно звучит, а в рамках темы. Ну, допустим, на урок литературы, если это затрагивается, да, про уважение может быть на каждом уроке, развитие критического мышления на каждом уроке. И учителя, которые нас сейчас слушают, могут подумать, как это? Мне за 45 минут нужно успеть тему объяснить детям. И я тоже педагог, я учитель английского и турецкого языка, я очень хорошо понимаю, этот вопрос был у меня всегда в голове. Как тогда успеть? И вот эти приемы, о которых мы говорим, которые мы делимся, которые в одну систему Сингапур собрал, это не только наработки Сингапура, здесь очень много есть наработок из нашей советской школы. Например, сингапурцы сильно уважают нашего Льва Выгодского, и его труды, он говорил о том, что обучение – это социальное явление. Урок в данной технологии всегда будет проходить в четверке, глаза в глаза, чтобы мы друг другу рассказали, как мы поняли, что такое фотосинтез. Выгодский всегда говорил, что обучение должно быть в зоне ближайшего развития. И все, что вы посмотрите, для тех, кто уже знаком с этой технологией, каждый шаг, каждый прием, он только в зоне ближайшего развития. Единственное, что Выгодский и другие ученые говорили об этом с точки зрения больших идей. А я вот учитель английского языка, как это все применить? Сингапурцы в свое время, столкнувшись с этой мыслью, просто создали эту систему из приемов. Хотите развить навык анализа? Вот вам прием. Хотите научить детей рефлексировать? Вот вам второй. Хотите, чтобы они научили активно слушать друг друга? Или оценивать работы друг друга, давать обратную связь друг другу, креативно решить, и миллион навыков, да? И вот для этого есть уже приемы. Поэтому, когда мы говорим, что в Сингапуре эти навыки развиваются на уроке, это ни в коем случае не дополнительная работа учителю, не дополнительная нагрузка. Наоборот, невероятного качества становится и уровня энергии становится урок, когда дети заняты, они все обсуждают, они выполняют, а учитель в этот момент только организует этот процесс. Уже учитель не уставшая лошадка, которая много-много готовится к урокам, потом 6 уроков в день объясняет, говорит и так далее. Уставшими, проработанными выходят из урока дети. Но и умнее они становятся, потому что они не зрители на уроке, а активные участники. Я слушаю вас и получаю информацию о том, что сингапурская система образования – это не физическая дисциплина, а дисциплина ума, я так понимаю. Ох, да? Как вы верно сказали. При этом это имеет эффект. Советская школа, советская система образования, они делали упор, фокус именно на физическую дисциплину. Хороший вопрос. Если сначала проговорить про дисциплину физическую и дисциплину ума фокусируется на осознанности. То есть я слушаю учителя, я осознанно выполняю какие-то задания, не потому что учитель сказал, и мне за это отметку поставят, а потому что так я пойму тему лучше, и я смогу задать качественный вопрос. Кстати, в сингапурской системе сразу мы смотрим, не в системе, если используются эти приемы в этой технологии, мы сразу смотрим, задает ребенок вопросы или нет. И коллеги, если на уроке ребенок не задает ни один вопрос, он точно не обучается. Он выполняет задание, он может преданными глазами нас слушать внимательно, даже сдать работу на отлично, может выполнить это раскрытие скобок. Но если в голове нет вопроса, как вы сейчас мне задаете вопросы, то обработки поступающей информации качественной нет. Значит, автоматически нет дисциплины ума.
То есть дисциплина ума, она предполагает физическую дисциплину тоже. Ребенок не будет ерзать, он не будет отвлекаться, он не будет плохо себя вести, если он занят делом. Это вот если разделить эти два момента. Что касается советской школы. Дисциплина ума советской школы предполагалась тоже. Единственная разница между вот тем, что делает Сингапур и что было во время Советского Союза, это Сингапур смог сделать так, чтобы это было системой во всех школах. В Советском Союзе все-таки были топовые школы, которые готовили инженеров и так далее, и были обычные дворовые школы. Сказать, что это было в каждой школе, с каждым учителем, и в большом городе, и в маленькой деревне, мы не можем, к сожалению. Хотя в основе лежат и здесь, и там очень правильные мысли. И еще раз хотела бы отметить, что нет ни одной системы образования, которая бы планировала что-то неправильное. Вопрос только в реализации. И если Советский Союз был огромным, и даже если взять Россию, она огромная, и убедиться в том, что и в топовой московской школе, и в деревушке где-то на Владивостоке одинаковый стандарт, одинаковый системный подход, к сожалению, не получается. В Сингапур он маленький, как и Абхазия. Сингапур он маленький, и за час можно доехать из одной школы в другую школу. Очень компактный, маленькое количество школ, и очень легко договориться, что в нашей системе будет вот такой уровень, ниже которого мы не пойдем, и пойдем дальше, и проследить. Вот этот момент важен, потому что я обожаю Россию, я патриотка, я гражданка Российской Федерации, но когда в Москве принимается решение, пока это дойдет до Владивостока, там уже передумают. Этот момент есть. Даже я из Казани, пока с Москвы до Казани дойдет, этот момент тоже есть. В Сингапуре этого нет, из-за того, что территория очень маленькая, количество людей маленькое, количество школ, все очень компактно. Поэтому в этом вопросе, конечно, мы очень похожи, Сингапур очень похож с Абхазией. Школ мало, территория сравнительно маленькая, очень легко договориться и выполнить эти задачи, которые поставлены, системно. Вы работаете с педагогами, Да. обучили уже около 47 тысяч педагогов. Сами когда-то работали в школе в Казани учителем английского языка и получали 12 тысяч. Да. Мне интересно, какая зарплата у сингапурских учителей и насколько зарплата влияет на качество работы педагога. Когда вы получали 12 тысяч рублей, работали хуже, лучше или стали саморазвиваться и у вас появился стимул, потому что у вас увеличилась заработная плата? Очень интересный вопрос задаете. Он меня тоже волновал. Как учителя понятно, что зарплата 12 тысяч рублей, это был 2011 год. Конечно, это очень маленький уровень. Но тогда я даже не думала про Сингапур. Я в Казани работала учителем, классным руководителем. И первичная задача или первичная мысль, почему я вообще работаю учителем, это были дети. Когда начался проект с сингапурцами и нас обучили этой технологии, я поняла, что они облегчают нам жизнь, облегчают. Мы все думаем, как развить, как помочь, и здесь вопрос зарплаты не стоял вообще. Я была готова работать дальше, хотя у меня были еще и взрослые занятия за взрослыми по вечерам. Эти годы были супер занятыми. Я с 8 начинала работать в школе учителем, соответственно, где-то до 3, до 4, до 5 мы работали в школе. В 7 часов у меня в школе же были взрослая группа врачей, юристов, которые приходили изучать английский язык. Еще и можно выгореть. Можно, но мне повезло. Если говорить про сингапурского учителя, зарплату я могу озвучить, например, заработная плата начальная – это $2000 сингапурских. $1 – это 55 рублей. Но надо понимать, что уровень жизни в Сингапуре настолько высокий, что если сравнить это с деньгами здесь, ну это я про начальную зарплату говорю, если сравнить с зарплатой здесь, и, например, если я захочу снять однокомнатную квартиру в Сингапуре, однокомнатная квартира будет стоить 1000, минимум 1500. То есть как здесь
заработная плата, или как в России, например, в каком-то регионе заработная плата будет 30 тысяч, 15 тысяч идет на съем однокомнатной квартиры. Вот этот момент важно учитывать. Конечно, было бы здорово получать сингапурскую зарплату и жить, например, в Казани. Это было бы замечательно, но так, к сожалению, не бывает. Конечно, зарплата учителей, я озвучила начальную, то есть вот выпускник из педагогического вуза приходит в школу, далее она растет вместе с компетенцией учителя, но в сингапурскую школу поступает только топ 30% выпускников этого года. Что это значит? Вот в этом году мы сдали, например, по российским меркам ЕГЭ или итоговый экзамен, как у вас, и мы определяем, что топ 30% это 82 балла и выше, 92 балла и выше. И если ребенок не попал в эти топ-30, он в педагогический вуз поступить не может. То есть такой качественный отбор. Невероятно качественный, потому что в педагогическом вузе фокус на как раз методику преподавания, на развитие навыков в детях, развитие личностных качеств и так далее. Получается, что когда поступает уже педагогический вуз выпускник школы, он уже почти стубальник по биологии, если он хочет стать учителем по биологии. Да? И фокус как раз именно на навыки. И с каждой ступенькой профессионального развития и достижения учителя его заработная плата растет. Но заработная плата снимает базовые потребности. Но когда эти базовые потребности сняты, все равно учитель или врач и так далее начинает думать о других потребностях. И я бы сказала про то, что учитель – уважаемая профессия в Сингапуре, и это играет большую роль в выборе профессии. Вообще Азия этим ценится. Сенсей, мастер, наставник, учитель, невероятное уважение к учителю присутствует. И это привлекает людей больше. Помимо этого, учителя госслужащие. Это привлекает больше, чем заработная плата, потому что эту заработную плату можно в других местах в Сингапуре тоже заработать. Конечно, если кто-то занимается бизнесом, он будет зарабатывать больше, чем учитель. Но вот этот статус высокий учителя зарабатывает учитель. Поэтому все звезды сошлись. Учитель, топ-30 выпускников, после этого, когда топ-30 поступает в педагогический вуз, на одно место борются 8 претендентов, то есть 1 из 8 только поступает в педагогический вуз. Эти учителя, они знают, на что идут, они прекрасно знают свой предмет, они обожают детей, и у них есть внутреннее желание миссии этим поделиться. То есть это не люди, которые не смогли поступить в другой вуз, например, это наоборот сливки. Учитывая, что в Сингапуре так жестко борются с коррупцией, получается, и в университет попадают самые-самые лучшие и достойные, потому что взятку дать кому-то, за это можно понести жесткое наказание. Да, коррупция, они сами говорят, что она не нулевая, но она минимальная. И на самое 8-м интересное, месте, кстати, я смотрела рейтинг, когда Россия на 119-м. Вот разница большая. Да, но очень важно, я на себе почувствовала, что нет коррупции бытовой вообще. Когда я училась в магистратуре, так хотелось из России привезти конфеты шоколадные, которых нет в Сингапуре. И ни один из педагогов не взял у меня конфеты шоколадные, пока я не выпустилась. И вот этой бытовой коррупции, я вам что-то, вы мне что-то, или очень дружеские отношения, пока мы еще не выполнили, такого нет. Конечно, большой коррупции тоже нет, потому что зарабатывается место и статус в Сингапуре очень сложно. И те люди, которые на государственной службе работают, они сразу даже все подарки из заграничных поездок декларируют, потому что ни один подарок не стоит потерянной должности. Вот это конкурентоспособное сообщество, оно позволяет сделать так, чтобы мы все ценили свое место, ваше место. Мы понимали, что я заслужила это, и если я с вами общаюсь, и вы заслужили это. Нет позвоночных людей, там по звонку кто-то кого-то устроил, брат чей-то, сват и так далее. Мне было очень сложно во всем этом ориентироваться, когда я приехала. Сейчас я понимаю, что это невероятно удобно.
Ковид поменял мироустройство, меняет, и привычные вещи, приходится отказываться от привычных вещей. Конечно, такие перемены появляются в системе образования. Онлайн-обучение, например, для Абхазии это нечто новое. Вполне возможно, учитывая IT-технологии в Сингапуре, что онлайн-общение и онлайн-обучение использовали. Но сейчас, наверное, это происходит больше, чем раньше из-за ковида. Как показала практика, Абхазия не готова к онлайн-обучению. Что вы думаете по поводу такого метода общения с учениками, насколько она эффективна и можно ли сохранить качественное образование при онлайн-обучении и приживется ли такой стиль обучения? Знаете, мое мнение такое, и то, что я наблюдаю в переходе онлайн-образования разных стран. Онлайн подсвечивает все западающие моменты. То есть если на обычном живом уроке в офлайн формате, в классной комнате, дети не слушали учителя, дети не были активны, они не думали, они не работали, они не задавали вопросы, то есть были дети, которые ни разу за урок ничего не говорили, таких детей перевести в онлайн формат, и мы получим ровно то, с чем столкнулись большое количество стран. Когда мы жалуемся на то, что дети отключают микрофоны, они не включаются или они в домашней какой-то одежде. На самом деле не дети виноваты и даже не учителя. Но онлайн-формат невероятно подсветил все западающие моменты. И в какой-то мере я даже этому благодарна, потому что для многих стран, и в том числе и России тоже, мы посмотрели на эту проблему, увидели ее только благодаря тому, что этот онлайн-формат вынужденный случился. Онлайн-формат может быть очень хорошим, продуманным. Конечно, когда ночью нам нужно вдруг перейти в Zoom за 1-2 дня, это невозможно, потому что есть дело привычки, и каждому учителю очень важно видеть глаза в глаза, работать с детьми. Другой момент, что сделал Сингапур, и даже вот в этом прослеживается системность и продуманность всех этапов. Когда случилась ситуация с ковидом, март прошлого года, когда уже закрывались все границы, Сингапур ввел только 1 день в неделю, только четверг, на онлайн-обучение, и продержался так 3 недели. За это время детям, у которых не было компьютеров, они были выданы на временное использование, потому что семьи тоже бывают разные, и компьютеры могут быть в семье, но они нужны родителям, которые тоже работают из дома, да, например. Только 1 день в неделю, только по четвергам был полностью онлайн-день, и все немножко выдохнули. То есть этот онлайн-день дал им возможность понять, мы готовы или нет, и к следующему четвергу была возможность подготовиться. И после этого было дистанционное обучение буквально месяц. Теперь такая гибридная форма, дети ходят в школу, но это связано с тем, что в Сингапуре почти нет коронавируса, почти. Это связано с тем, что у нас очень жесткие меры, я не знаю, хорошо это или плохо. Например, мы все ходим в маске, $300 штраф, и все заплатят, если кто-то нас поймает. И каждый день нам приходит сообщение, и вот последнее время есть сдвиг вверх, а последние 3 месяца нам приходило сообщение: в день 3 человека заболели, 5 человек, 1 человек, 0 человек. Это за счет того, что границы полностью закрыты. И вот даже за последние 1,5 года я вылетела в первый раз. Но они могут себе позволить. Сингапур может себе позволить, потому что есть у них продовольственная подушка. Да, и эту подушку... То, что мы себе в Абхазии не можем позволить. Я вас понимаю. Вот эта подушка безопасности, готовы мы ли к завтрашнему дню или нет, это все приходит с навыками целеполагания, с навыками рефлексии, системного мышления. Опять возвращаемся к тому, из чего начали. Когда хорошая система образования выпускает профессионалов, да, они, конечно, будут во всех сферах жизнедеятельности страны, и тогда произойдет прорыв и, возможно, экономическое чудо, как в Сингапуре. Вы познакомились с нашими педагогами и немного имеете представление об абхазской системе образования. Как прошло общение с ними и какие у вас впечатления? Впечатления
абсолютно положительными являются, потому что работа с педагогами – это моя любовь. Я невероятное удовольствие получаю, работая с педагогами из разных стран. И в Абхазии мне невероятно нравится вот эта душевность, уважение к себе и к другим, вот этот национальный колорит очень приятный, душевный. Может быть, потому что я татарка, есть какие-то похожие моменты. Мне очень комфортно и очень приятно. Работая с педагогами, мы говорим об одном и том же, смотрим в одну сторону. Мне очень важно, что у нас возникают споры, споры грамотные и во имя истины, с доказательствами. Я сильно переживаю, когда я встречаюсь с аудиторией, которой ничего не надо. В Абхазии такого точно нет. У нас очень хорошая, глубокая работа, несмотря на то, что я знакома не с большим количеством педагогов, здесь скажу честно, у нас очень хорошая, глубокая работа. У нас нет разговора о том, что это все не нужно. Вопрос только, как это сделать максимально эффективным, учитывая особенности абхазского образования, задач, которые стоят здесь. Я смотрела в интернете один из ваших семинаров, тренинг вы проводили с педагогами, и я сейчас вам напомню, вы представили педагогам голову человека, вы им предлагаете назвать слова, ассоциации с этой картинкой, и потом говорите, они там перечисляют, у кого затылок, у кого череп, у кого лысина, потом говорите, забудьте все эти слова, обрисуйте эту картину другими словами. Что дает такое мышление? Конкретно этот прием развивает дивергентное мышление. Дивергентное мышление входит в креативное мышление. Дивергентное мышление – это в любой ситуации до принятия решения умеет ли мозг подобрать много разных вариантов. Во взрослой жизни вы сталкиваетесь с этими людьми, у которых есть, например, мысль появилась, надо сделать вот это. Ну, например, нужно подготовиться к приходу гостей. И что я делаю? Салат оливье. Кто бы ко мне ни пришел, салат оливье. То есть у этого человека нет дивергентного мышления, есть мысль, сразу приходит решение. Это очень узкое мышление. Да? И есть люди, которые эту же бытовую проблему решают по-другому. Ко мне приходят гости, можно еще и вот это приготовить, да? Ну, и национальное блюдо, и суп, и второе, и первое, и так далее. Вот это про дивергентное мышление. Привела очень простой бытовой пример, который применим каждый день. Когда мы решаем свои профессиональные вопросы, личные, например, ребенок пришел с двойкой, человеку, у которого нет дивергентного мышления, мысль наругать или позвонить учителю. Нет другого варианта. Человеку, у которого много разных вариантов возникает в голове благодаря дивергентному мышлению, придумает много разных вариантов решения этой проблемы. Отличает этих двух людей, первый будет наступать на одни и те же грабли, страдать от этого, может даже жаловаться, но не будет понимать, как ситуацию это решить. Мы говорим уже про взрослых людей. Да? Второй будет в любой ситуации видеть несколько граней и подбирать максимально эффективный вариант в зависимости от ситуации. Как это применить в классе? Идет урок, и я как учитель задаю любой вопрос. Например, назовите мне синонимы слова «красивый» в английском языке. У нас вот есть beautiful, nice, pretty, handsome. Это все, что все знают. И если я задам такой вопрос, и дети мне ответят, например, handsome, nice, beautiful, и я довольная пойду дальше, то я буду развивать в детях не дивергентное мышление, а самые избитые, лежащие на поверхности, совершенно некреативные варианты ответов. Такие дети не будут конкурентоспособными. Единственное, что мне нужно сделать, задать вопрос, ребята, приведите мне синонимы слова «красивый» в английском языке, но nice, beautiful, handsome, pretty не называйте. Благодаря этому произойдет растяжка для мозга, и дети узнают, что есть еще marvelous, amazing. Они выходят, и получается, так далее. за границы привычного. Да. И этот прием занимает, 2 секунды. Я и так бы задала этот вопрос. И сингапурцы очень важную мысль говорят. Хотите вы, не хотите, дети по-любому выпустятся из школы с навыками. Вопрос только, с какими. Навык – это то, что я делаю каждый день. Если каждый день мне учитель задает вопросы, я отвечаю
отвечая первым, что пришло в голову, избитым, известным, некреативным, и это приветствуется, то ребенок выпустится с навыком некреативного избитого мышления. Если учитель будет просто говорить: назовите мне геометрические фигуры, но треугольник, круг, ромб и квадрат не называйте, еще ведь есть другие, параллелограммы и так далее, то тогда постоянно будет растяжка, и дети научатся дивергентному мышлению. Благо, при регулярном использовании таких очень простых приемов ребенок в любом случае будет обладать этими навыками. А вот этот прием — это дивергентное мышление, это креативное решение проблем. В одном интервью вы сказали: вещи развиваются, если с ними что-то делать постоянно. Да. Мне понравилась эта мысль. Что в вашей жизни вы делаете постоянно для саморазвития? Ох, я вам скажу так, эти моменты меняются, но последние 2 года, благодаря ковиду тоже, я поняла, что мне нужно бежать каждый день. И в Сингапуре, вот 1,5 года я никуда не выезжала, я каждый день бежала 7 километров. Конечно, это все начиналось с прогулки в километр, потом с пробежки в километр и так далее. Я поняла, что в этой идее есть невероятная ценность, потому что в течение этих 7 километров, примерно я пробегаю за час, я рефлексирую, анализирую, ставлю задачи и, освежевшие, иду дальше. Очень важно, когда мы говорим про навыки, возвращаться к точке А, рефлексировать периодически. И вот эта рефлексия, наверное, будет тем пунктом, который я выполняю регулярно, и пробежка, она помогла мне выделить отдельное время для этого. Без рефлексии двигаться дальше не получится никогда. Рефлексия — это когда я останавливаюсь и думаю, что у меня получилось до этого, какие у меня были планы. Совсем печально, если люди живут без планов. Кстати, планированию тоже на детей нужно обучать. Это несложно, на самом деле это несложно. Но очень страшно, когда дети приходят на урок и ждут, когда учитель скажет: сегодняшняя тема — логарифмы. И только поэтому мы это изучаем. Получается, если дети за 11 лет не смогут научиться ставить планы, то, скорее всего, потом это тоже будет проблемой. Как понять, на что не тратить свое время? Вот найти себя, наверное. И как это привить ребенку? И я спрашиваю это даже как родитель. Вы работаете с педагогами, вы говорите о том, как педагоги должны работать с детьми. Но ведь с детьми работают не только педагоги, но и родители. Домашние задания, которые приносят дети домой, потом родители садятся и начинают с ними решать. Там уже педагог не может контролировать. Это чаще всего, но я сейчас говорю про свой личный опыт, превращается в кошмар, когда все предметы надо успеть, и не хочется поверхностно, а хочется вникнуть в суть, погрузиться. Многочасовые занятия, ребенок устает, у мамы нервы сдают. Вот. И как правильно заниматься со своими детьми, как совет. И вот как не тратить время на то, что не нужно, не понадобится. Ох, может быть, я такой объемный, но учитывая, что вы все время работаете с саморазвитием, что вы посоветуете? Я бы посоветовала осознанности включить больше и рефлексии, и дисциплину ума. Вот если у ребенка дисциплина ума включена с раннего детства, он даже не подойдет к вам с домашним заданием. Он на уроке все выполнит, он задаст все вопросы учителю, он придет домой, сделает домашние задания, а если у него не получится, он первым делом на следующий урок придет к учителю и задаст этот вопрос. Дети, которым необходима помощь родителей, они неосознанно ведут себя в школе. И родитель никогда не сможет дать, то есть особенно если ребенок привыкнет к тому, что в школе можно делать вид, что я все понял, а прийти домой и мама мне будет помогать или наймет репетитора, то здесь уже мы потеряем немножко то благодатное время, когда можно научить детей самостоятельности и ответственности. Но на самом деле в школе не происходит ничего того, чтобы ребенок не мог подойти к учителю и сказать: объясните мне, пожалуйста, я не понял. И плохо, когда он приходит домой и говорит: мама, объясни мне, я не понял, потому что это тогда надо делать. И если у вас такая ситуация, или вот у наших зрителей такая ситуация, важно сейчас остановиться, не помогать ребенку с домашним заданием,
а научить его ответственно, с дисциплиной ума проживать эти 6 часов в школе. Это делается постепенно, через разговоры. Вы просто объясняете, что задаете вопросы, но не даете ответы. И если ребенок к вам приходит и говорит: мама, я вот это не понял, вы можете задать вопрос: завтра до урока ты придешь и подойдешь к учителю, как ты можешь попросить его объяснить тебе еще раз? Какой вопрос ты ему задашь? Вообще это очень полезная история, потому что если дети будут приходить в школу и задавать вопросы учителям, учителя тоже поймут, какие моменты я до конца не дала. И вот эта ситуация win-win, выигрыш-выигрыш. Учителя тоже не хотят как плохо. Просто если мне ребенок не задает вопрос, я ведь понятия не могу иметь, если у меня в классе 20-30 детей, кто что не понял. И когда дети приходят домой и спрашивают вас, родителей, их я тоже могу понять. Поэтому решение проблемы не выполнять домашние задания с детьми. Это однозначно. Вы можете поддержать, вы можете развить навыки, вы можете вести очень грамотные беседы за столом, задавать вопросы, что ты сегодня нового узнал, чтобы ребенок понимал реально, что я сегодня нового узнал. И если за обеденным столом или вечером за ужином вы задаете вопрос своему сыну или дочке, что ты нового сегодня узнал, и он ничего не может сказать, вот тут проблема. Если вы периодически будете задавать, он же будет понимать, что вы зададите этот вопрос. Он будет осознаннее вести себя на уроке. Вот это, таким образом отвечу на вопрос, что делать с детьми, которые в школе не успевают, надо что-то делать, и это все нервы и так далее. Да. Что касается, на что не нужно тратить времени или как определить, вообще через осознанность, через рефлексию, через заземление. Это элемент эмоционального интеллекта, он состоит из 5 частей. Одна из частей – это самопознание. Я трачу время, энергию своей жизни, если я не знаю, какая она моя жизнь, какие у меня приоритеты, чего я хочу. Не родители, не общество, а чего я хочу. И на самом деле вы затронули невероятно важную мысль. Ни одна система образования со своими знаниями не поможет ребенку, который не понимает сам себя. Поэтому эмоциональный интеллект в сингапурской системе – это сразу после ценностей. Невозможно говорить об осознанности, если ребенок не понимает, зачем я прихожу в школу, зачем мне математика. И пусть они эти вопросы задают учителям тоже. Когда уже мы становимся взрослее, мы сейчас через сессии с психологом начинаем понимать, а что для меня важно. И это очень печально, потому что все это можно заложить в школе правильно подобранными вопросами учителей, не знаниями. Ни один учитель не может сказать ребенку: тебе нужно вот это. Правильные вопросы. Это, кстати, сократовский метод обучения детей. Сократ никогда не давал ответы, он всегда задавал вопросы. Вы зададите мне вопрос, я в ответ задам вам другой вопрос. Потому что ответ внутри, вы можете его найти. Когда мы говорим про глубокие философские вещи, о том, как мне не тратить время своей жизни, как мне не тратить ресурсы на ненужные дела, на нелюбимую работу, на общение с токсичными людьми, ведь очень стоит нам только расслабиться, и все захотят нас вот это, работодатель, чтобы я еще одну смену поработала, там, муж или сестра или кто-то, и чтобы я еще вот это сделала. И очень важно в этой ситуации себя не потерять. Как не потерять? Себя надо знать. Роль позитивного мышления в достижении успеха. Этому можно научиться мыслить позитивно? Да. Позитивное мышление можно еще провести параллель с мышлением роста. Мышление фиксированное, мышление роста. Это еще очень интересная мысль, которую можно развивать. Позитивное мышление вообще основа яркости жизни. Можно, конечно, и по-другому жить, но без позитивного мышления нет вот этой яркости в глазах, нет постоянного вопроса: а что если вот так? А что если вот так?
давай-ка я попробую вот этот салат сделать, давайте-ка я попробую в эту страну поехать и так далее. Без позитивного мышления, конечно, очень сложно сонастраиваться со своим севером, и очень часто заглатывают другие проблемы, другие слова, другие люди вашим вниманием. Но позитивное мышление точно развивать в себе можно. К счастью или к сожалению, тоже только через осознанность. Классные руководители, я вот искренне советую, и в Сингапуре эти занятия тоже есть, отдельные занятия по эмоциональному интеллекту. Понятно, что это надо делать очень грамотно. Чтобы развивать эмоциональный интеллект в детях, нужно, чтобы я умела развить в себе этот эмоциональный интеллект точно, потому что это не тема про фотосинтез. Такие вещи можно показать только личным примером. Поэтому если мы говорим про родителей, которые хотят это развить в своих детях, по-другому не получится. Только через ваш личный пример. И если ребенок видит маму, которая постоянно позитивно на все смотрит, или учителя, который говорит, а мы сейчас вот так сделаем, то ему не надо говорить о том, что позитивное мышление нужно в себе развивать. Мы, как и Выгодский говорил, в среде тех людей, которые нас окружают, именно не влияет на то, какие навыки, ценности у меня будут развиваться. Сегодня Сингапур технологически развитая страна. Бедность и конфликты остались в прошлом. И такие перемены произошли благодаря лидеру 20 века Ли Куан Ю, который один из авторов сингапурского экономического чуда. В свое время он сказал: чтобы выжить, Сингапур должен быть экстраординарным государством. Если мы будем обычными, нас просто не станет. Спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Я получила удовольствие.